Салам алейкум. Дустон Азиз. Я вам предлагаю отказаться от наличных денег, от кэша. Выбросить на улицу. Нам это не нужно. В сегодняшнем современном мире кэш – это прошлое. Накт. Я понимаю то, что мы зададимся вопросом, а что будет с кассирами в этом случае? Ха-ха, фамилия, все окей. Тип-топ. Мы найдем способ. Say no to cash, baby. Сегодняшний современный Таджикистан, и мы в том числе, как граждане Таджикистана, большинство из нас, я верю в то, что мы должны с вами вместе коллективно работать в направлении и в создании безналичного общества. А что это нам даст? По сути, безналичное общество – это общество, где не используют наличные деньги. Кэш. Представьте то, что у нас в карманах больше нет бумажных денег, банкнот. Okay? Кабуча или накт. Как мы еще называем? Очень много по-разному. Представьте то, что этого всего мы не используем. Мы используем только свои гаджеты, телефоны, смартфоны, свои карты для проведения различного рода транзакций. Для покупок, для продаж и так далее и тому подобное. То есть бумажные деньги куда-то исчезли вдруг. Alright? Это же прекрасно. Я верю, и многие другие верят, но не все, то, что безналичное общество есть процветающее и развитое общество. Багдад. Процветающее и развитое общество, дорогие друзья. Что это означает? Для того, чтобы добиться того, чтобы не было наличных денег в обращении, то есть в экономике, нам, по сути, нужно отказаться от наличных денег, как обществу, как государству, как стране, и перейти к цифровым методам оплат. Alright. Небольшая мелкая статистика. По сути, эта вертикальная линия говорит о том, что верхняя сторона – это те страны, которые больше всего используют безналичный расчет. То есть потребители в этих странах более 6% всех общих продаж, то есть транзакций, проводятся электронно. Такие страны, как Сингапур, на первом месте. Нидерланды, Франция, Швеция и Канада. Приблизительно на одном уровне, более 60%. Такие страны, как Нигерия или Саудовская Аравия, менее 1%. Общее, то, что мы можем увидеть здесь, все общество – это демократически развитые и богатые государства. Внизу это разные, относительно разные. Нигерия, Саудовская Аравия, уровни жизни, свобод, они немножко отличаются, нет? Но разница в ВВП или валовый продукт на душу населения, ребят, отличается значительно. Более 60%, менее 1% транзакций. Вы можете задаться вопросом, сказать, в каких из этих стран вы бы хотели жить, если не было бы Таджикистана. Alright. Вопрос. Так быть наличным деньгам или не быть? Эта дискуссия, эти дебаты до сих пор продолжаются во всем мире. Мы не исключение. Мы только с вами начинаем об этом говорить. Многие из нас не представляют, насколько это возможно жить без наличности. Окей, почему мы любим кэш? Why do we love cash? Диловар? One, потому что это привычка, мы к этому привыкли. Мы привыкли то, что касса закрывает каждый вечер. Да? Считает все наши деньги, что происходит, как. Не совсем наши деньги, но считает деньги. Мы держим деньги при себе. Наши дедушки, бабушки, отцы, мамы, они все используют наличные деньги. То есть цифровые методы оплат – это что-то новое, это новшество, это то, к чему мы не совсем привыкли.
Нам сложно привыкнуть к своему собственному кошельку. А LiftMobi нет. Не все активно используют его пока. Мы с вами потом поговорим на эту тему. Контроль. Чувство контроля. Физические, материальные деньги дают нам это чувство. Да-да, стима, это мое. Моя прелесть. Денежки. Понимаете? И это немаловажно. Чувствовать то, что ты владеешь ими, они твои. Приватность или конфиденциальность. Когда мы проводим какую-то транзакцию, купли-продажу, она относительно конфиденциальна. То есть третьи лица об этом не знают. Кто-то может узнать, но не факт то, что если мы не захотим, об этом никто не узнает. Это между нами, это очень приватно, это очень личное. Мало хода. Это немаловажно. Почему кэш сегодня превалирует и насколько сложно отказаться от наличных денег. И, конечно же, acceptability или же вездесущесть наличных денег. То есть все принимают деньги, по сути. Да? Где бы вы ни находились, все берут деньги, все дают сдачи. Тот же самый Бобо Эшон всегда примет нашу наличную сумму и даст нам сдачи. Нет? Представьте его выражение лица, если мы попросим оплатить QR-кодом. Я не знаю, что он ответит. Я не уверен. Может быть, будет нецензурная лексика. Alright. Но не все так гладко. Конечно, можно сказать, давайте откажемся, давайте запретим, давайте сделаем так-то, так-то, так-то. Есть голоса во всем мире, которые против того, чтобы мы, я не знаю, человечество, сообщество, да, то есть экономисты, ученые или политики напрягали свои страны и заставляли переходить на безналичные методы расчета. Почему? Например, несколько дней назад, буквально 8 июля, вышла статья в малазийских источниках новостных. Группы, которые защищают интересы потребителей, они заявляют то, что не нужно слишком торопиться на переход на безналичные расчеты, потому в силу того, что очень много людей покупают посредством карт или электронных кошельков и тратят слишком много. То есть тратят настолько много, то, что они не могут себе этого позволить, по сути. Что это означает? То есть безналичный или цифровой метод оплат, ребят, безналичный цифровой метод оплат, не дает вам такого чувства, то, что у вас что-то быстро заканчивается, как с наличными деньгами, нет? У кого-то такое было? Шарах, 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 шарах. Опа! Gangnam Style, или как это? Malaysian concern. То есть они говорят, не торопитесь, ребят. У нас очень много молодых людей, которые берут взайм или у которых очень много кредитных карт, и они, по сути, им сложно выплачивать это все. Но с этой новостью есть одна проблема. Речь идет только о кредитных картах. И ответственность ложится не только на потребителей, но и теми, кто предоставляет сервис. Это банки, это регулятор, то есть это Центральный банк Малайзии и так далее и тому подобное. Что я пытаюсь сказать? То есть, по сути, если вы боитесь то, что потребитель будет тратить слишком много и выходить за рамки того, что он или она может себе позволить, тогда предоставьте услуги, которые будут людям говорить то, что вы переплачиваете. Или будут как-то людей наставлять. Конечно, education или образование в этой сфере очень важно, но представьте мое приложение LiftMobi, представьте, дает мне возможность уйти в минус. Минус 1000, минус 2000, 3000. То есть наша карта на SIA мы прикрепили к LiftMobi. Все, забыли. Но я бы хотел, чтобы мое предложение, мой кошелек мне мог дать какой-то сигнал, то что, зная твой уровень дохода, Зугушо, ты это можешь себе не позволить через 2 или 3 месяца. Так что подумай. Пусть это будет красный цвет, пусть это будет желтый цвет. Что-то пусть дает мне знать то, что я делаю слишком много шопинга или делаю много покупок. Это возможно?
Это возможно. Особенно программисты, которые сейчас здесь, они знают, что это возможно. Я могу запретить копать. Ничего ты не купишь. Йоне, Мустафа. Let's do it. Поэтому не нужно возлагать всю ответственность на потребителя. То есть давать бесконечные кредитные линии, говорить, покупай все, что хочешь. Нам без разницы, как ты это сделаешь и как оплатишь. Поэтому это не причина не обращать внимания на переход на безналичные расчеты. В целом, как общество. Кэш, наличные деньги, дорогие друзья, это опора теневой экономики. Многие из нас знают, что такое теневая экономика. Правильно? Это экономика, как и другая экономика, только та, которую мы не знаем. Мы не знаем, кто что купил, как купили. Не существует никаких статистик, потому что нету ни контрактов, ни квитанций, чеков и так далее и тому подобное. Ни налоговый орган, ни хукумат, никто другой не знает об этих транзакциях. В теневой экономике может происходить что-то и хорошее, и в основном это плохое, это преступность. То есть это все, что угодно, все плохие вещи, которые могут происходить в обществе. Додо-гириф, то есть обмен за услуги или товаров проводятся через какие-то теневые каналы, и никто об этом не знает. И именно кэш или now, pool является опорой для теневой экономики существовать. Хотим ли мы жить в обществе, где превалирует теневая экономика? Мы вернемся к этому вопросу. Теневая экономика разделяется на две категории. По версии Ernst & Young, конечно. Это активная теневая экономика и пассивная теневая экономика. Безналичными платежами, посттерминалами, электронными деньгами вы более эффективны именно для того, чтобы теневая экономика уменьшилась в случае с пассивной теневой экономикой. Что это означает, пассивная теневая экономика? Это означает то, что как минимум один человек, только один человек получает от транзакции пользу. Или покупатель об этом не знает. То есть покупателю без разницы платить, допустим, наличными или безналичными деньгами. Без разницы. В случае с активной теневой экономикой, ребят, она намного сложнее и намного сильнее в том смысле, что все стороны заинтересованы прятать свои транзакции. Если у кого-то такой случай был, мы просим чек, и взамен этого чека нам говорят то, что будет дороже. Такое есть? Кто-то... Exactly. Мы с этим сталкивались. То есть это означает то, что и покупатель, и продавец, они в одной теме. Они хотят быть в тени. Окей? Работа Ernst & Young, конечно, говорит то, что безналичные расчеты, они рассчитаны больше рассчитаны для пассивной теневой экономики. То есть борьба против кэша именно в пассивной теневой экономике, она просто более эффективна. Это не означает то, что она не работает здесь. Если в случае с пассивной кэш – это причина, то в этом случае это последствия. То есть кэш – последствия того, что происходит. Мы к этому вернемся. Доктор Фредерик, как его звали? Шнайдер год назад заявил то, что не напрягайте наши страны и не заставляйте переходить на безналичные методы оплаты. Okay? Потому что это ограничивает наши гражданские свободы. Шнайдер говорит то, что, по сути, если вы хотите уменьшить теневую экономику в наших странах, он говорит про свои страны, это австрийский экономист, то больше нужно дать возможность людям выбирать. Я хочу now, cash или безналичный метод оплаты. Не заставляйте людей делать то или другое. Потому что в большой степени это ограничивает свободы граждан. То есть в свободном демократическом обществе ограничивать в плане законов, правил каких-то безналичный, или то есть наличные методы оплат, это не совсем хорошо. Но доктор Шнайдер, проблема в том, что доктор Шнайдер не рассматривал такие страны, как мы.
он говорил о богатых странах. Доктор Шнайдер говорил о Западной Европе и Северной Америке. Это те страны, где теневая экономика, она маленькая относительно. Относительно маленькая и не является большой проблемой для экономики или страны в целом. Но в некоторых развивающихся странах, или во многих развивающихся странах, это постоянная борьба. Теневая экономика и официальная или формальная экономика, постоянная борьба. И кто из этих сторон превалирует или выиграет, по сути, в борьбе за потребителя, та страна будет более динамично развиваться. Окей. Хорошо, что делаем мы с вами? Теория, какие-то точки зрения. Что мы делаем с вами как группа Хамчуняк Джамуат, да? Как одно сообщество, единомышленники. Алиф что-то делает в этом направлении? Да, Алиф что-то делает в этом направлении, ребят. То есть наш путь к переходу к безналичному расчету, наш общий путь начинается с первого шага, ребят. Чем больше мы с вами проводим электронные транзакции, делаем покупки посредством наших карт, нашего электронного кошелька, тем сильнее мы бросаем вызов теневой экономике. То есть we have to walk the talk. То есть то, к чему мы приглашаем наших потребителей, наших клиентов, наших друзей и так далее и тому подобное, мы должны начать с самих себя, ребят. Можем ли мы себя, каждый из нас, заставить покупать посредством своих карт, зарплатных карт? Это может быть там в супермаркете, это может быть что-то другое. Хотя бы один раз, если вы хотите внести свою лепту в развитие нашего общества, один раз спросите мерчанта или продавца, а вы принимаете карты? Просто этот один вопрос превратится во что-то большее в голове этого мерчанта. Может быть, стоит не приобрести посттерминал, может быть, стоит, мы к этому идем. И мы с вами, по сути, именно в этом процессе играем ключевую роль. То есть финансовое учреждение, банк. We are committed to this cause. Это зависит от каждого из нас, ребят. Если мы с вами начнем оплачивать электронно, тем лучше будет становиться наша страна, из которой все меньше и меньше мы захотим куда-то в другое место убежать, где этих безналичных расчетов полно. Ионей. تشکر زیاد. ما دعوت میکنیم شما رو هر یک تا شما جوانان عزیز، دوستان عزیز بیایید با نقد نگوییم و با یکدیگر همه ما حرکت و کوشش کنیم که نقد از بین بریم. چیزی که شد توکل. تشکر زیاد.